На телеканале «Юрган» детали недели. Первый в этом телевизионном сезоне выпуск программы. Наверное, самое главное для Коми событие, и даже не в масштабах недели, а в гораздо большем временном отрезке, состоялось в понедельник, когда исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба рассказал президенту об истинном положении дел в республике и попросил о помощи, чтобы ситуацию кардинально изменить. Владимир Уйба обозначил главное, что, по его мнению, сдерживает развитие региона. Давайте еще раз посмотрим, как проходил этот исторический для республики диалог. Владимир Владимирович, глубоко уважаемый, добрый день. Бурлун. Здравствуйте. Да, в переводе с коми языка это как раз добрый день. Здравствуйте. В целом надо поговорить о ситуации в социальной сфере и в сфере экономики региона. Пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо за возможность доложить о ситуации в республике. Номер один – дороги. Дороги, Владимир Владимирович, вы не представляете. То есть вот я езжу везде на машине специально, даже по 7, по 8, по 9 часов, чтобы, извините, на себе понять, что такое дороги. Вот 234 сегодня населенных пункта республики не имеют круглогодичной связи. 234. По дорогам с твердым покрытием. То есть это, в общем, земляные дороги. Понятно, что весна, осень, да если дождливое лето, это колеи даже на полноприводном джипе проехать невозможно. И точно совершенно, когда приезжаю, говорю, почему нет врачей, почему нет учителей, почему бизнес не идет? Они говорят, дорогой мой, а как мы сюда приедем, как мы завезем сюда? Дорог-то нет. Поэтому, конечно, вот общая протяженность межмуниципальных дорог региональных 4800 километров, то есть 4,8 тысяч километров. Из них 3400 километров. Это дороги либо бывший асфальт, то есть там асфальтом уже просто разбит весь, его не пахнет, либо это вот земля. Земля, глина, суглинок и так далее. Поэтому, Владимир Владимирович, вот здесь, я понимаю, цифра огромная. Но я прошу просто посмотреть на нее как на рычаг развития республики. Вторая проблема, которую я приезжаю к людям, когда начинаю встречаться, это, конечно, старый жилой фонд. В основном, опять же, 40-е, 50-е, 60-е годы, Владимир Владимирович, это бараки по-русски, просто бараки, которые строили леспромхозы, строили зоны, потом передавали муниципалитетам, сельским поселениям. Вот только в Сыктывкаре у меня 3160 бараков. В самой столице. Поэтому, конечно, вот мы посчитали, если бы на вот такую реновацию и на переселение из этого аварийного, оно даже не ветхое, оно чисто аварийное жилье, тоже бы, если бы изыскать деньги, то, конечно, мы бы, а площадь-то занимает, вот Сыктывкаре занимает шикарные площади в центре города, со всей инфраструктурой, с дорогами, с сетями. Мы бы могли на эти площади построенные, вот за эти 29 миллиардов мы бы переселили там из северов людей. И не могу, конечно, хотя вот практически на последнем месте об этом говорю, Владимир Владимирович, но школы и детские сады. Во все, куда приезжаю, школы и детские сады, это точно такие же деревянные строения, все, вот за редким исключением стоят каменные, просто вот по пальцам. В основном дерево. И, конечно, те же самые годы. Все, когда вот развивалось, строилось там 50-е, 60-е. Из них просто те, которые вот нужно сегодня закрыть, нельзя их дальше в них детей размещать, это вот миллиард, а вообще на 8 миллиардов на эти же 5 лет. Владимир Владимирович, я понимаю, что я вывалил огромное количество забот и проблем, но вот я точно говорю, я вижу, что республика настолько благодатная и благодарна. Вот я проезжаю, мне говорят, донеси ты до президента. Мы же готовы работать, мы готовы рожать детей, мы готовы развивать республику, мы не хотим никуда уезжать. И республика-то, вот я посмотрел, Владимир Владимирович, мы с 2010 года объем доходов, собираемых с территории, увеличили в 3 раза. В 3 раза, с 80 миллиардов в 2010 до 245 в 2019. В 3 раза. И из них 156 это федеральный бюджет уходит. Я вас уверяю, если вот эти 200 мы на эти 5 лет найдем, я вас уверяю, что мы 400 миллиардов вернем доходами. Просто я это вижу.
и инвестиции придут, и бизнес оживет. И мы точно совершенно в два раза, не сторицей, конечно, но в 2 раза вернем больше, чем будет вложено. Поэтому, Владимир Владимирович, искренне прошу просто помочь, потому что люди надеются, и люди говорят мне, вот на всех сходах говорят, донеси до президента. Президент не знает, донеси. Поэтому, Владимир Владимирович, прошу просто помочь обрести новое лицо, новый образ Республики Коми. Она этого достойна. Спасибо огромное. Да, Владимир Ильич, конечно, федеральный центр будет помогать республике, сомнений в этом нет. Наследство у вас непростое, так мягко говоря, но сложное. Проблем очень много. Я знаю, я же работал же в Коми, приезжал еще в строительных отрядах, там было неоднократно причем. И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда. Особенно это касается дорожной сети. Здесь сокращение сегодня, на всяком случае, одна из главных проблем, как мне представляется, сокращение инвестиций в основной капитал. То есть нам нужно создавать перспективы развития. Значит, сокращение строительства. Здесь и уровень безработицы чуть-чуть выше. Не намного, но все чуть-чуть выше, чем в среднем по стране. И очень много аварийного жилья до сих пор. Это правда. Я бы сказал, даже не то, что жилья, аварийных строений в целом. Но есть и позитивные некоторые тенденции. Это рост промышленного производства, это хорошие проекты, именно проекты, но они хорошие, масштабные, и нужно их поддержать. Вы на местном уровне, на региональном уровне должны все сделать для того, чтобы эти инвестпроекты пошли, заработали. Вот чтобы создавалась своя собственная база развития. Кстати, что касается бюджетной обеспеченности, вы это знаете, я пометил для себя сейчас ваши озабоченности. Они оправданы наверняка, связаны с сокращениями добычи полезных ископаемых, но в целом Коми находится на 6-м месте по самообеспеченности финансовой. Поэтому надо не упускать этот момент, надо работать с бизнесом, с компаниями, помогать им и поддерживать этот уровень их работы в регионе, который был до сих пор, и создавать условия для новых инвестпроектов. Ну а в целом, конечно, республика, вы правильно сказали, она перспективная, интересная, люди очень хорошие. И вот для того, чтобы реализовать вот эти планы, особенно в области инвестиций, нужна, конечно, поддержка. Я все, что вы сказали, пометил. Соответствующие поручения будут даны. Проработайте, пожалуйста, это в правительстве Российской Федерации вместе с коллегами.